В Галском районе открылся транзитный хаб. Что собой представляет этот проект, какие грузы и куда будут отправлять? Об этом будем говорить в студии с гендиректором транзитно-логистической компании, главой филиала Генассамблеи народов мира в Абхазии Стамуром Ахсалба. Он с нами в студии. Стамур Платонович, мы рады вас видеть. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Если о строительстве вообще транзитного припортового терминала в Очамчире было давно известно, и на начальном этапе, когда вообще задумывался проект, то о терминале, о транзитном хабе в Галском районе мы узнаем вот сейчас, уже постфактум. Расскажите, пожалуйста, что это за проект и почему... Некая секретность, да, потому что для этого тоже были причины, и мне бы хотелось, чтобы вы нашим слушателям тоже объяснили. Начнем с того, что при строительстве портового терминала в городе Очамчира тогда руководство страны понимало, что подписанное соглашение в 2010-2011 году между таможней Российской Федерации и таможней Республики Абхазии о перемещении транзитных грузов через территорию Республики Абхазия. Это не только морское сообщение транзитное и железнодорожное, это еще и автотранспортное. Вот. В связи с геополитической ситуацией до 2014-2012 тех годах по объективным причинам не могло быть реализовано в связи с в Грузии обстановка, да, правление экс-президента Саакашвили. Вот. После того, как после начала военной операции на территории Российской Федерации, вот, этот проект стал жизненно необходим для нашего стратегического партнера Российской Федерации. Это совместный абхазо-российский проект. Да, абхазо-российский проект. Вот. И мы уже обратились к руководству страны для того, чтобы начать реализовывать данное соглашение 2010-2011 года. Прошли большую подготовку, согласование, так как службами Российской Федерации, службами абхазскими. Вот. И закрытый был проект в связи с геополитической ситуацией. Что тут идет война, тут весь Запад как бы противостоит Российской Федерации. Вот и пришлось закрыть этот проект не от Абхазии, не от народа Абхазии, а то, чтобы не помешало это и Абхазии самой, и самому проекту. Приходилось работать, как говорится, тихо, для того, чтобы этот проект был успешно, плодотворно запущен. Вот. И тогда, когда мы прошли согласование со всеми службами, мы обратились уже с готовым проектом, согласованным к государству. Вот. И предложили, что мы, абхазская компания, готовы реализовать проект на территории Кальского района для того, чтобы соглашение 2010-2011 года могло быть потихоньку запущено. Да, сложностей по сей день очень много, потому что все же Абхазия признана Российской Федерацией, она стратегический партнер Российской Федерации, а те третьи страны, откуда планируется возить транзитные грузы, пока на сегодняшний день все-таки сталкиваясь со многими вопросами юридическими, таможенными, да, вот мы это все прорабатываем. При поддержке Андрея Юрьевича Белянинова потом было принято решение открыть здесь представительство, так как эта организация, она международная. У нас в 156 странах мира. Генассамблея народов мира вы имеете в виду? Открыто в 156 странах мира представительство. Это помогает нам реализации данного проекта. И не только в этом проекте, а вообще об Абхазии. Вот мы встречаемся там с представителями Индии, с представителями Ирана на территории Российской Федерации. Обсуждаем эти все проекты, как это будет работать, как мы можем это делать. Вот. То есть Генассамблея народов мира и транзитный хаб, который, как это взаимосвязано, вы сейчас объясняете. Таким образом, через Генассамблею вы пытаетесь наладить торговые, экономические контакты, которые позволят развивать этот транзитный хаб. Безусловно, да. Сейчас хаб работает? Сейчас на данном этапе нет. Он 80% строительства уже осуществлено. Осталось там техническое обустройство этого
этого терминала. Там будут стоять новое оборудование, сканеры, рентгены, досмотровые ямы, потому что все-таки транзит как бы у нас Подразумевает. пока, да, подразумевает сквозное перемещение товаров, и да, в целях безопасности вот эти товары, эти автотранспортные средства должны быть хорошо проверены. Вот. Хочется еще сказать, что я вот слышу там высказывания определенных людей, мнение народа. Здесь как бы вот там в первую очередь безопасность, да, так как Отношение к транзиту. Да, отношение к транзиту, так как все-таки та страна, соседняя наша страна, все-таки пока в состоянии войны. Давайте да, прямо будем да, говорить. войны с нами. Вот. Но знаете как, мы не будем экономически участвовать в покупке товаров. Мы всего лишь та страна, через которую будет проезжать купленный уже товар там, предпринимателями Российской Федерации или наоборот из Российской Федерации. Вот. И просто Российская Федерация будет обращаться в нашу компанию для оказания логистических услуг. Да? Вот. И как бы то, что уже построили железнодорожный терминал в Очимчирах, мы планируем связать вот этот кусок, отрезок из Гальского района будет добираться в Очимчирский район, перегружаться там уже вагоны, и это все будет следовать на территорию Российской Федерации или обратно. Это как бы, чтобы пока наши дороги и не готовы сегодня для вот такого масштабного проекта, чтобы сегодня там фуры там проезжали вот ту Но часть. не мог бы Очимчирский порт справиться с вот тем грузом, который вы планируете в своем хабе, допустим, принимать? В чем была необходимость создания второго такого транзита? Вы понимаете, объекта? порт, разные компании, логистика, она же влияет на ценовую политику товара, да? Портовой терминал, это морское сообщение, оно более, как бы, есть те страны, которые, как бы, не подходят для того, чтобы морем доставлять сюда товары. Да, возможно доставать сюда морем товары, но это очень дорого сегодня и по времени, и по цене, и, как бы, и, например, там, Краснодарский край, Сочи, там, вот эти регионы достаточно в машинах или на поезде доставить товар. Да, выгоднее. Намного выгоднее, чем морем возить. И как бы вот в этом необходимость. То есть здесь запрос на вот такие виды перевозок и Конечно. необходимость вот такого специализированного хаба, который именно на перевозках автотранспортом будет специализироваться. Да, вот, например, перевал Ларса, да, вот та граница, она в зимнее время катастрофически, там ситуация становится катастрофически. Трудно провозить товары. Люди стоят, грузы стоят там неделями для того, чтобы проехать вот маленький вот этот кусочек, например, там с Азербайджана проехать через Грузию в Армению или даже из Грузии в Россию. А вот Абхазия сегодня может стать как бы транзитной страной. И экономика как бы не только же за счет туризма, да, там гостиницы, а вот как раз восточная часть, она сегодня там морское сообщение, железнодорожное сообщение, где могут тут же самый, исторически Абхазия вообще, через Абхазию проходил тот самый известный шелковый путь, да, как бы история говорит о том, что Абхазия была всегда востребована вот логистическими проездами, проходами, даже не только там, морское сообщение. Вот как говорится, под каждого клиента должна быть инфраструктура, должны быть условия для того, чтобы мы были привлекательны. Хотим на поезде, хотим на машине, хотим как говорится, на морское сообщение. Астамур Платонович, вы говорите, что в Восточной Абхазии новые экономические возможности появляются. А что республика получит? Как объяснить, как республика на этом может зарабатывать? Как может зарабатывать? Это вот едет груз, да, если это прям дословно говорить. Вот, там Российская Федерация, там компания российская купила, допустим, товар там в Иране, да, и едет через Республику Абхазия. При проезде через территорию Абхазии
компания российская оплачивает все транзитные ввозные Пошлины, взносы, да, налоги да, какие-то будут безусловно, платить. конечно. Плюс еще же это же брокерские услуги, новые рабочие места появляются в Гальском районе. Вот. И еще самое важное, самое главное, да, чтобы наш народ понимал, что это контакт с третьими странами. Мы будем контактировать с третьими странами. Мы не говорим о том, что мы, там, Абхазия будет покупать там, грузы в Грузии, привозить в Абхазию. Нет, мы всего лишь транзитная страна. Мы вообще не соприкасаемся никак с товарами. Мы просто оказываем услугу. То есть эти товары на абхазский рынок попадать не будут, на прилавки абхазских магазинов? Вы об этом говорите? Они попадать не будут. Но хотя, если там могут со временем, да, для экономики что же будет полезно, если там абхазская продукция уедет, там, например, в Иран, да, ну, образно говоря, или какую-то другую третью страну, или наоборот. Вот. Мы же из Турции принимаем товары, и наши товары уезжают в Турцию, так и может добавиться окошко там, в другие страны через данную территорию. Вот. По поводу, хочу вернуться к безопасности. Самое главное, наш народ это интересует безопасность. Да, как это будет технически работать, как это будет вообще выглядеть. Да. Сегодня все-таки это соседи наши, да, опять возвращаясь назад. Вот. И у нас строго проработано со службами как бы и российскими, и абхазскими. Обычно как транзит, да, это сквозное перемещение товаров. Сегодня, по большому счету, если так говорить, да, может приехать фура к нашей границе и на армянских номерах, может приехать и на турецких номерах, может быть, логично, наверное, если транзит открывается и на грузинских номерах. Да. И граждане, которые, то есть водители, которые сидят в этих автотранспортных средствах, перемещают, которые эти грузы, также могут быть как бы и грузины, армяне, там, русские. Но мы приняли решение, что ни в коем случае граждане Грузии, которые могли бы, например, да, осуществлять также сквозное перемещение товаров, категорически будет запрещено. Вот. Пока вот мы с нашим соседом не выстроим добрососедские какие-то, там, даст Бог, в ближайшей перспективе, может быть, хотя бы документы о неприменении силы и дальше еще ряд документов. Пока на сегодняшний день никакой речи не идет, что там грузинские машины будут провозить тут товары, проезжать там через Абхазию, или там грузинские водители будут заезжать. Нет, это все-таки будет как бы, если куплен в Иране, иранская машина может проехать до Гальского района, то есть до Ачимчирского района, выгрузить это на железнодорожный терминал и уехать. Но если есть необходимость там поехать дальше, почему бы не может там гражданин Ирана на иранской машине, если будет безопасность на границе? Тем более гальская граница, она как бы охраняется и совместно с российскими коллегами и с абхазцами. Вот. И там в 2 раза больше безопасность. Вот. Тем более мы планируем поставить там оборудование хорошее, которое обеспечит всю эту безопасность. Это рентгены, сканеры, досмотровые ямы, углубленный досмотр. Это вот при необходимости фура может быть углубленно досмотрена. Вот. И, как бы, я думаю, в части безопасности никаких... Часть вопросов снимет, но если, допустим, номера не грузинские, водитель не грузин, но товары грузинские. Потому что я помню обсуждение в обществе, когда говорили вообще о транзите, то таким образом мы как будто бы помогаем грузинской экономике, даем возможность провозить грузинские товары через нашу границу, увеличиваем их экспорт, допустим, в Россию грузинских товаров. С этой точки зрения, вероятность того, что это грузинские товары и через абхазскую территорию будут перемещаться, допустим, в Россию. Пока речь не идет о грузинских товарах. Все это делается для глобального, да, вот, потому что у нас есть заинтересованные игроки появились, то есть игроки заинтересовались, там, такие как Иран. Да. На сегодняшний день мы ведем контакты с иранскими бизнесменами, которые так как бы контактируют, занимаются бизнесом с Российской Федерацией. Вот им стало интересно. Вот. Там Азербайджан стал интересен.
Азербайджану стало интересно. Потому что тут, например, вот Сочи, Адлер, Краснодарский край, как бы здесь плечо маленькое, короткое, и как бы он интересен, этот проход. Для, вот, Экономически выгодно да, через через территорию. Абхазию, да, проехать вот до ближайших регионов Российской Федерации. О каких товарах могло бы идти речь? Товары народного потребления пока это разные могут быть товары, бытовая техника, начиная от овощей, заканчивая там, много чего. Вот, как бы пока все в разработке, мы пока согласовываем, потому что одно дело, это абхазская страна построила терминал, гипотетически все, мы готовы, но еще же есть и третьи страны, которые пока, это же контракты, это договора, это как это все. Во-первых, страхование грузов. Да, везде практика как работает. Когда идет транзит, кто-то берет на себя обязательства, да, за хранение грузов. Вот и этот вопрос тоже прорабатывается. Все равно там может быть контейнер там, на 20-15 миллионов рублей, да, лежать товара. А кто за него будет отвечать? Абхазия сегодня Ираном не, как говорится, не признана, и как это вот и Российская Федерация и эти условия должна предоставить, что как бы Российская Федерация будет гарантировать безопасность Этих грузов. Да, этих Но грузов. как вы думаете, как это быстро может заработать? Учитывая реалии, которые сейчас есть. Нужно, мы же строим тоже потихоньку, потому что мы сталкиваемся, прорабатываем, смотрим, изучаем, да, как это может быть, все ли как бы правильно происходит. Мы не взяли на пункт там, построить такой терминал, но я думаю, там много времени не нужно. Но мы идем как бы и строительство ведем, и юридически прорабатываем это все, идем вот так планомерно, как бы не спеша, потому что мы понимаем от того, что мы завтра его там построим, никто там не выстроится в очереди, не будут там ждать, когда мы там поднимем шлагбаум. Хорошо, но нам, журналистам, всегда интересно знать цифры. Наверняка вы, готовя этот проект, какие-то расчеты делали. И власти Абхазии тоже эти цифры смотрели и понимали, вот это нам нужно. Это экономически целесообразно для нашей страны. Примерно, вы сказали, что в виде налогов, каких-то пошлин Абхазия получит какую-то выгоду. Но в каком объеме примерно, чтобы мы понимали, какую выгоду мы можем извлечь из этой глобальной истории? Понимаете, в связи с геополитической ситуацией пока вот говорить точно о каких-то цифрах сложно, потому что это специфическая деятельность в связи с тем соседом, с которым мы находимся, потому что еще и мы как бы не признаны теми странами, которые хотят возить товары, да. Есть компании, которые там говорят о больших цифрах. Но мы не можем на них опираться и говорить нашему государству о том, что вот там есть гипотетически такая возможность. У нас есть такая небольшая цифра, которая она уже сложилась, как бы мы ее видим, понимаем, что она реальная. Да, если просто считать гипотетически, и те компании, которые просто заявили и узнали про нас и не против через нас проезжать, если мы их всех начнем считать, тогда... Это золотую середину, да? Какую-то оптимальную сумму между возможным и реальным. Плюс-минус где-то там, в год от 300 пока до 600 миллионов рублей. Это та возможность, которая может быть там, в течение года, полутора лет, она может принести вот такую вот возможность для страны. Это в виде транзитных пошлин, налогов. Это говорить от такой золотой середины в год. Если говорить гипотетически, те фирмы, которые уже хотят, услышали, узнали, то там в 3 раза увеличивается эта сумма в год. Я вам просто говорю, а так ее как бы пока, опираться на нее пока... Давайте пока на 300-500 миллионах в год, остановимся. А если контейнерный терминал в Очамчире, он строился за счет российских денег, то за счет каких средств строится Галский район? Это частные средства или какое-то вложение со стороны государства абхазского, российского было? Нет, это частное вложение. Частично абхазские вложения, частично российские вложения. Инвестор частично вложил, российский инвестор, и мы, как бы, компания абхазская частично вложила в этот проект. Вы сказали про Иран. Какие точки вообще будет связывать этот транзитный хаб? Еще какие страны, с которыми вы сейчас ведете переговоры? Смотрите, Иран,
Индия и Азербайджан. Каждый из этой страны определенные регионы России, как бы все смотрят там ближайшие регионы. Это Ростов, заявка с Ростова есть, там, с Краснодара, с Сочи. Вот. Как бы вот эти регионы, да, обеспечивая пока... То есть взаимный интерес между этими странами, которые вы называете, и российскими регионами, которые они могут обеспечить своими товарами. Кстати, в связи с, еще если так, другую сторону брать, там, в связи с, например, санкциями, да, вот, это тоже один из возможностей для Российской Федерации, да, потому что есть европейские страны, которые сегодня хотят торговать с Россией, вот, не буду называть эти пока страны, но они есть, вот, и как бы им тоже интересно. То есть они могут воспользоваться вот таким коридором, таким путем. Да, вот этим путем и как бы отправлять товары. Астамур Платонович, вопросы про транзитный хаб оставим уже. Мне хотелось воспользоваться оставшимся временем и поговорить про филиал Генассамблеи народов мира в Абхазии. Вы сказали, что эта организация здесь помогает налаживать экономические, торговые контакты, в том числе способствует развитию вот этого хаба, который в Галском районе. Что еще делает организация? Какие у вас планы? Потому что не так давно организация появилась, вы возглавляете этот филиал. Да, ассамблея способствует развитию экономики Абхазии, налаживать с другими странами взаимоотношения. Вот. У нас были встречи с такими странами, как Афганистан, Таджикистан, Узбекистан. Вот. Мы как бы познакомились, рассказали об Абхазии более обширно. Вот, они заинтересовались. Афганистан тоже заинтересовался. Развитие пока культурного направления. Они пригласили нас в Афганистан, в связи пока с трудностями не получается туда посетить эту страну. Вот. И у нас еще ряд есть проектов, которые мы хотим реализовать на территории Абхазии. Вот, мы прорабатываем строительство оздоровительного евразийского лагеря на территории Кальского района. Вот. И ряд еще много проектов. Просто не хочется пока о них говорить. Ну, насколько я понимаю, в Восточной Абхазии все сконцентрировано будет. Абхазии, вот, самая восточная акцент поставили на восточную часть, чтобы развитие восточной части было. А для абхазского малого, среднего бизнеса помочь какие-то контакты найти с российскими бизнесменами, с российскими структурами? Есть такая в этом смысле тоже? Да, есть, да. Обращаются, стараемся, но в связи с то, что строительство терминала, пока нет возможности физически по времени там как бы в полной мере начать осуществлять все там поставленные задачи руководством Генассамблеи. Пока вот потихоньку начинаем работать. Ну и работы вокруг терминала в Галском районе, они, можно сказать, практически завершены. Они пока ведутся. Да, они пока ведутся, все равно там есть еще чем работать. Вот. Я думаю, скоро мы завершим. Астамур Платонович, спасибо, что поделились информацией. Вам желаем удачи. Спасибо. Спасибо большое. А нашим слушателям напомню, в нашей студии был гендиректор транзитно-логистической компании, глава филиала Генассамблеи народов мира в Абхазии Астамур Ахсалба. Мы говорили об открытии транзитного хаба в Галском районе.